Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть» на канале IRD News, где мы подробно рассказываем о мировых проблемах и способах их решения. И сегодняшняя тема, интересующая каждого. Тема нищеты и голода. Ведущие сегодняшней программы Джалубаева Майя и Сагимбаев Темирхан. И мы начинаем. Нищета всегда была одной из самых масштабных и острых проблем мирового сообщества. На сегодняшний день более 700 миллионов людей, или же около 10% населения, живут в условиях крайней нищеты. Более 1/5 населения земного шара живет за чертой бедности в $3.20. Подробнее разобраться в данной проблеме нам поможет эксперт Иралин Анель, которая как раз таки интересуется ликвидацией нищеты. Здравствуйте, Аннель. Спасибо, что подключились. Сразу же вопрос. Как вообще понять слово бедность и где черта данной бедности начинается? Здравствуйте, это вам спасибо за приглашение. Хороший вопрос. Существует 3 черты бедности, которые зависят от экономической развитости страны проживания людей. Это международная черта бедности для стран с уровнем дохода ниже среднего, установленная на уровне $3 США в день. Международная черта бедности для лиц с доходом выше среднего, установленная на уровне $5 в день. И, конечно же, международная черта бедности в размере $2 США, которая остается основным порогом бедности. Да, все верно. На самом деле проблема стала еще более актуальной в последнее время. Последствия пандемии коронавирусной болезни 2019 года во многом свели процесс на нет, достигнутый сокращение масштабов нищеты. При этом в 2020 году уровень крайней нищеты в мире повысится впервые после азиатского финансового кризиса конца 1990-х годов. Анель, расскажите, как данная проблема представлена в Казахстане? То есть, как она проявляется? Есть ли какие-то причины? В Казахстане черта бедности составляет $2,8. И по данным Азиатского банка развития за 2020 год в Казахстане 5% населения живет за национальной чертой бедности. Отдел социальной политики и развития ООН определяет социальное неравенство в доступе к производственным ресурсам. Основной причиной бедности, такие как нехватка еды и воды, отсутствие инфраструктуры, отсутствие государственной помощи, низкий уровень здравоохранения, все это стало причиной глобальной проблемы. Генеральная ассамблея ООН в рамках 17 целей устойчивого развития поставила перед собой цель – ликвидацию нищеты во всех ее формах. В 1995 году на Всемирной мировой встрече, состоявшейся в Копенгагене, были определены направления решения проблемы нищеты: создание рабочих мест, социальная интеграция и улучшение уровня жизни. Эти меры поспособствуют решению проблемы. По последним оценкам, в 2015 году 10% мирового населения жили менее чем на $2 США, а в 1990 году этот показатель составлял 36%. Эти данные демонстрируют, что мировое сообщество способно бороться с нищетой, и ООН также способствует сбору данных в этой области, что помогает оценивать эффективность инициатив, а также содействовать государствам при проведении их программ с учетом быстро меняющейся экономической обстановки. Тогда возникает главный вопрос. Как предлагается решить проблему на уровне мира и страны? Есть ли какие-то меры по ликвидации голода и нищеты в Казахстане? В Казахстане для борьбы с этой проблемой ставят перед собой задачу увеличения темпов создания стабильных и производительных рабочих мест. Планируется принять меры по расширению занятости и за счет поддержки предпринимательских инициатив и цифровизации инфраструктуры занятости. Спасибо, Анна. Отличный ответ. А что насчет нашей молодежи? Насколько бедность актуальна для таких же, как и мы, студентов? Разобраться в этом вопросе нам поможет Ельшабек Данияр, студент 3-го курса международных отношений университета Казну. Здравствуйте, Данияр. Здравствуйте, всем привет. К сожалению, словосочетание студенческая жизнь стало нарицательным к малообеспеченной жизни. Множество студентов во всем мире, которые учатся в других городах, сталкиваются с финансовыми трудностями, чтобы оплатить обучение, обеспечить себе проживание. Часто для этого они устраиваются на подработки и вынуждены мешать учебу с работой. А как решается данная проблема? Как предлагается решить проблему на уровне вуза? Казну имени Аль-Фараби стремится обеспечить помощь социально
уязвимым группам населения. В рамках университета функционирует организация КОМЕК и СУНКАР. КОМЕК – это сообщество студентов, созданное на базе КАЗНУ имени Аль-Фараби, занимающееся организацией волонтерской работы с целью оказания помощи социально уязвимой группе населения. Также есть организация СУНКАР, одной из функций которой является обеспечение помощи студентам из социально уязвимых групп населения. Отлично! Сегодня мы рассмотрели не только масштаб проблемы, но и метод их решения. Осведомленность и не безразличие – это самое важное на сегодняшний день. И в этом вы всегда сможете положиться на нас. Спасибо за ваше внимание. С вами сегодня были Сагимбаев Тимирхан. Джолубаева Майя. До скорых встреч!